Товарищество собственников жилья обанкрочено, а председатель будет нести персональную ответственность. Такова мера наказания за огромные долги за свет и тепло. Еще ряд исков находится на рассмотрении. Общая задолженность управляющей компании ТСЖ перед энергетиками превысила 630 миллионов рублей. Подробности у Дмитрия Макарова. Обычная девятиэтажка в центре Якутска. С виду мало чем отличается от всех остальных. Но есть и оборотная сторона. Задолженность местного товарищества собственников жилья перед поставщиками тепла и света свыше 10 миллионов рублей. Всего в этом доме 108 квартир. Если разделить общую сумму долга на всех, то получается немалая сумма. В среднем по 100 тысяч рублей на семью. ТСЖ «Ренессанс» – один из регулярных неплательщиков Якутска по своим счетам. По данным на конец 2018 года, сумма долга товарищества собственников жилья «Ренессанс» составила 12 миллионов 100 тысяч рублей. Это 5-е место в соответствующем рейтинге. Чтобы получить свои деньги, энергетикам пришлось пойти на крайние меры. В ходе разбирательств «Ренессанс» был признан банкротом. Портнягина Германа Кенча привлекли к субсидиарной ответственности. Это один из новых инструментов в сфере банкротства. Это тот случай, когда долги юридического лица, собственно, долги Ренессанса, перекладывают на физлицо, то есть на председателя. Еще несколько подобных исков сейчас находятся на рассмотрении. Всего в черном списке 121 управляющая компания и ТСЖ, а их суммарный долг превысил 630 миллионов рублей. Это средства, которые в том числе необходимы для нормальной работы всего энергетического хозяйства. Для того, чтобы проводить ремонты, для того, чтобы менять опоры, которые гниют естественным образом, да? Обновлять вот этот парк приборный, допустим. Очень много вещей, на которые нужны деньги. Сейчас в разгаре подготовка к очередному отопительному сезону. Чтобы в полном объеме провести ремонтную кампанию и обеспечить жителей комфортом, энергетикам приходится привлекать кредитные средства. Мы, большая компания, мы существуем в режиме постоянных закупок. То есть нам всегда нужны какие-то ресурсы, мы должны платить своим поставщикам. Энергетики предупреждают, борьба со злостными неплательщиками будет продолжена. Ведь от этого зависят жизнь и благополучие сотен тысяч якутян. Дмитрий Макаров, Василий Соловьев, Иларион Федоров. Вести. Якутск.